Здравствуйте! Сегодня мы говорим о финансовой прозрачности избирательных фондов, о финансовой отчетности с экспертом по политическому финансированию Джумаевой Наргиз Садыровной. Наргиз Садыровна, здравствуйте! Здравствуйте, Айгуль. Мы все прекрасно понимаем, что кандидаты от политические партии должны быть подотчетны и строго отчитываться по своим избирательным фондам, посредством из избирательных фондов. Это вполне обоснованно, это вполне справедливо. Ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Кому они подотчетны, по какой форме и в какие сроки они должны отчитываться? Спасибо, Айгуль, за вопрос. Да, действительно, все кандидаты, политические партии обязаны предоставлять свою отчетность в избирательные комиссии о размерах, о источниках своего избирательного фонда, о тех затратах, которые они произвели, в той форме, которую устанавливает Центральная избирательная комиссия. В частности, это форма 7, финансовый отчет о поступлении и расходовании средств кандидатов и политических партий. Что касается предоставления, кому они должны предоставлять, то если речь идет о выборах президента Кыргызской республики, либо депутатов в Джугурку-Кенеш Кыргызской республики, то данные финансовые отчеты предоставляются кандидатам политической партии в Центральную избирательную комиссию. А если речь идет о выборах депутатов в местные Кенеши, то финансовые отчеты предоставляются в соответствующую избирательную комиссию. Что касается сроков предоставления финансового отчета, то в отношении проведения выборов президента Кыргызской республики и депутатов Джугурку-Кенеша Кыргызской республики данные финансовые отчеты предоставляются дважды. В частности, это первый финансовый отчет, который должен быть предоставлен не позднее, чем за 10 дней до дня голосования, и второй итоговый финансовый отчет с учетом данных первого финансового отчета не позднее, чем через 10 дней после дня голосования. А если речь идет о выборах депутатов в местные Кенеши, что касается сроков предоставления финансового отчета, то в период избирательной кампании кандидаты политические партии предоставляют данный финансовый отчет трижды. То есть первый финансовый отчет предоставляется кандидатам политической партии одновременно с подачей документов на регистрацию в избирательную комиссию самого кандидата либо политической партии, а также с предоставлением документа о внесении избирательного залога на депозитный счет Центральной избирательной комиссии. Второй финансовый отчет с учетом данных первого финансового отчета предоставляется не позднее, чем за 10 дней до дня голосования. И третий, мы называем его итоговый финансовый отчет, который включает в себя сводные сведения первого и второго финансового отчета, он предоставляется не позднее, чем за 10 дней после дня голосования. Все понятно, спасибо большое. А существует какая-то нормативно-правовая база, какой-то закон, в соответствии с которым должны сдаваться вот эти все финансовые отчеты? Да, конечно. Прежде всего, конституционным законом о выборах депутатов Джугурку-Кенеш, о выборах депутатов местной Кенеши и о выборах президента Кыргызской республики установлены как раз-таки формы сдачи отчета, периодичность сдачи отчета. И на основании данного законодательства потом уже Центр избирком разрабатывает свои внутренние нормативно-правовые акты, где подробно описаны методика сдачи отчета, кем он составляется, в каком формате он должен быть представлен в Центральную избирательную комиссию, опять-таки в какие сроки, кем он должен быть заверен. При этом те сведения в отчетах, которые предоставляются кандидатам политической партии, они должны быть составлены на ту дату, когда кандидат либо политическая партия представляет свой финансовый отчет в избирательную комиссию, но не более чем на 3 дня. К данному итоговому финансовому отчету обязательно прилагается форма 4 по учету поступления средств на специальном счете кандидата политической партии, а также прикладываются абсолютно все первичные финансовые документы на бумажных носителях. То есть, когда мы говорим первичные финансовые документы, это как раз-таки банковская выписка с приложением платежных поручений, которые подтверждают
факт проплаты и расходования средств по специальному счету избирательного фонда кандидата и политической партии. Помимо этого, есть договора на оказание услуг, есть накладные, счета, фактуры, акты о выполненных работ. Это все те финансовые документы, которые подтверждают как раз-таки прохождение финансовых операций по специальному счету кандидата политической партии. Так вот, весь этот перечень первичных финансовых документов обязательно должен быть приложен к итоговому финансовому отчету. А при этом сам итоговый финансовый отчет, он должен представлен в избирательную комиссию в сброшурованном виде, иметь обязательно сквозную нумерацию страниц с учетом вот как раз-таки первичных документов. Спасибо большое. Вот как раз-таки из этого проистекает мой следующий вопрос. Понятно, что финансовый отчет составлен, а кто же его подписывает и кто этот финансовый отчет предоставляет? Да, спасибо, Айгуль, хороший вопрос. Если речь идет о избирательной кампании в президенты Кыргызской республики, либо депутатов Дюгурку Кенеша Кыргызской республики, то в данном случае все финансовые отчеты заверяются либо самим кандидатом и его уполномоченным представителем по финансовым вопросам, либо руководителем политической партии, опять-таки его уполномоченным представителем по финансовым вопросам. То есть требования законодательства как раз-таки прописывают, что на отчете должно быть две подписи. И обязательно заверяется печатью политической партии. Ответственность по сдаче финансового отчета в соответствующую избирательную комиссию возлагается на уполномоченного представителя политической партии по финансовым вопросам. Наргиз Садыровна, большое спасибо за эту интересную познавательную беседу. Действительно, многие вещи стали еще более понятными. Спасибо.